Извините, уточню, Герман Садулаев, писатель, он по национальности чеченец. Чеченец. Потому что я знаю, что мне одно время его книги нравились, но сейчас я знаю, он, к сожалению... Ну, мы изначально знали, что его книги не могут нравиться, потому что его политическая направленность... Потому что я просто читала вот как раз про чеченскую войну, и вот это меня так но зацепили. это, в принципе, так скажем, питомец пророссийской пропаганды. Я знаю, что это все вскрылось, скажем, для меня это было не так. Он на этом, в принципе, и вышел на такой уровень, в российском, так скажем, литературном поле, о том, что пропагандировал, что чеченцы – это российский, как бы, малый народ, в кавычках, хотя мы совершенно независимая нация исторически. Ну, мы можем уже официально начинать, поскольку гости есть. Я буквально несколько хочу сказать слов об основной идее нашей встречи. Завтра мы будем рассматривать резолюцию о последствиях российской агрессии, в том числе о таких последствиях, как депортация детей. И это, как вы прекрасно знаете, согласно Конвенции 1948 года, является проявлением геноцида. И когда мы организовывали вот эту встречу, задача была показать, что для России вот эта политика геноцида, в частности депортация детей, это не что-то новое, то, что сейчас проявляется. Это традиционная геноцидная политика, которая имела место в том числе и на территории Ичкерии, и на территории Грузии. Да, вот наш коллега, как раз вот Сайхан Музаев, он жил в Грузии, он об этом расскажет в том числе. Это и Сирия, то есть это последовательная геноцидная политика. Поэтому мы хотели просто показать вот этот более широкий контекст. То, что происходит сейчас, надо иметь в виду две вещи. То, что я сказал, что этот метод, этот инструмент войны, как депортация детей, он использовался Россией раньше. А второе, то, что вот кадыровцы, они принимают участие в этом геноциде, оказывают поддержку российским войскам. Поэтому мы хотим поставить вопрос в том, что признание их террористов. Да, да, у меня вопрос сразу. Я прочитала доклад, который завтра мы будем рассматривать. Просто объясните мне. Я не понимаю, в чем логика, почему они это делают. Они это делают с целью запугать людей, как бы причинить им дополнительные страдания, или им не хватает своих людей. То есть это как такое воспроизводство населения таким вот малозатратным способом. То есть каковы причины, зачем им это надо? Вот я не поняла из этого документа. Вот это, кстати, очень хороший вопрос. Коллеги ответят на него. Я просто свою версию могу высказать. Мне кажется, несколько причин. Вот то, о чем вы говорите, и демографический вопрос, да, когда решается, когда берутся дети из одной группы, производится вот этот brainwashing, промывание мозгов, и из них воспитывают милитаризированное, то, что в Крыму, по сути, произошло с детьми. То есть демографический элемент, мне кажется, имеет место. Но мне тоже самому интересно, как это происходило в Ичкерии, как это в Грузии происходило. Вот. Поэтому, если можно, я тогда... Джамбулата вы уже знаете, он один из руководителей, по сути говоря, единой силы. Я просто хотел бы в начале слова предоставить как раз Сайхану, поскольку он новый человек. Вот он новый человек, и у него опыт есть не только вот Ичкерия, сопротивление, да, в Ичкерии, но и Грузии. Да, вот, да. Поэтому... Я зовут Музаев Сайхан, я выпускник двух университетов, обучался как в России экономике, обучался в России экономике, но так как после начала Второй войны моя экономика ушла далеко на второй-третий план, и было очень актуально изучение религии, и я был просто вынужден уехать в Саудовскую Аравию, потому что до сих пор это очень становится актуально, радикализация нашей молодежи, и чтобы противодействовать этому феномену, мы должны были сами знать, что происходит, какие процессы. Итоги, я имею два образования. Работал переводчиком в Грузии, в Министерстве по делам беженцев. Это было прекрасное время правления Саакашвили Михаила, да и Бог ему скорейшего выхода из этой тюрьмы, из этой ситуации. И я что могу добавить, что то, что происходит сегодня, это для нас не является никакой новостью. И мы очень рады наконец-то достучаться до высоких кабинетов, что мы сегодня делаем, на каком пути мы боремся. Достучаться, что вот это не новое. То, что сегодня столкнулась Украина, это было на протяжении всего этого времени. И
И самое худшее, Россия не пытается сворачивать с этого пути. Они твердо убеждены, что это им сойдет с рук, потому что до сих пор так и оно и случалось. Веками. Веками. И никто не спрашивал, никто не осуждал. Если можно вас прерву, это важный момент, просто чтобы вы знали, как депутат европейских парламентов, что Сайхан, для него вот приезд сюда, выступление здесь, это огромный риск. И для его родственников, его родители Сайхана, они живут в Ичкерии, да, в мечтаемой оккупированной территории. И как только появился анонс о том, что он будет принимать участие в этой встрече, начали поступать угрозы для жизни его родителей. Да. Да, вот. Если можно, изначально, Александр, после того, как мы сообщили о создании нового национально-освободительного движения, все равно открыто связался, без капли смущения, связался официальное лицо, министр информации и печати Чеченской Республики, это подручный Кадырова Ахмед Дудаев. Молодой человек связывается таким путем, шантажируя моих родственников, они вынуждают меня с ним разговаривать. И я в такой ситуации, что я вынужден с ним говорить. И он мне открыто говорит: отказывайтесь от всех ваших политических планов, вы ничего не добьетесь, вас давно слили, все мировое сообщество уже закрыло глаза на чеченскую проблему, мы сегодня развиваемся, но под руководством Кадырова. Или же у вас будут очень серьезные последствия для вас и ваших родственников. Эта запись, у меня есть доказательства. А им абсолютно без разницы. И уже до такой степени обнаглели, что после того, как Джамбулат Сулейман на своей странице, мы на официальной странице опубликовали, что будет анонс, мы будем добиваться встреч и добиваться общей огласки этой информации, что происходит в Чечне. Открыто сказали: если ты поедешь туда, у тебя будут катастрофические последствия для твоей семьи. А вы где живете? Я сам живу в Австрии уже 4-й год. Несмотря на это, Ну, мы надеемся, что никаких последствий не будет, потому что ситуация, она уже становится достоянием всей мировой общественности. И сегодня ситуация самой России не такая, чтобы они вели себя так, как вели до начала открытой агрессии против Украины. Сегодня весь мир весь цивилизованный мир стал против российской политики. И у них у самих не очень ситуация. И еще, Жамбулат, я пока не забыл. В Австрии один очень человек-источник мой, он сообщил, что примерно 2 недели назад человек приезжал из России, это сотрудник спецслужб Российской Федерации, и была договоренность о устранении активистов. Одного или несколько, я точно не знаю, но была фамилия сказана, что, соответственно, я передал в спецслужбу Австрии. И благодаря им до сих пор нахожусь в безопасности. Огромное им тоже спасибо. Но я хотел бы обратить внимание, что это не единичный случай. Также убили моего близкого друга в Берлине, человек, который искал статус соискатель был, Зелимхан Хангашвили. Недавно, это было для нас недавно, потому что в шоке вербили. В Вене убили Анзора, нашего одного земляка, после критики Кадырова. Я свидетель, что Зелимхан Хангашвили был близким другом Сайхана Музаева, это правда. И Сайхан также еще в то время числился в расстрельных списках. Вот таково давление на активистов чеченцев. Единственное, что мы пытаемся соединиться с нашими европейскими партнерами и быть этой семьей, и жить, и налаживать наше будущее. Больше мы не требуем ничего особенного. Мы хотим жить над... Да. Вот, кстати, у нас же будет готовиться резолюция о транснациональных репрессиях. И вот это как раз то, о чем вы говорите, это пример, когда Россия на территории других государств пытается вот эти щупальца репрессивные, пытается убивать людей, запугивать людей. То есть это то, с чем должны бороться все европейские государства. Потому что такого не должно быть. Это вот как раз политика террора. Это вызов всему мировому сообществу. Александр, я с вашего позволения ответил бы на ваш вопрос насчет того, что почему именно кадыровский режим сегодня способствует путинскому режиму в депортации украинских детей на территории Чеченской Республики. Я не думаю, что там стоит проблема в демографии. Чеченская Республика сегодня уже как оккупированная страна в рамках Российской Федерации наиболее демографические показатели Чечни всегда были самые высокие. То есть это однозначно
не этот повод. И все дело в том, что для Чечни, наоборот, у нас есть избыток населения, который не может сегодня найти ни работу на своей территории, у нас земельный голод, у нас экономические проблемы, и нету никаких логических объяснений переселению других детей из другой страны в Чеченскую республику. Наоборот, чеченцы сами расселяются и по странам мира, и по Российской Федерации в поисках, я не знаю, работы, насущного хлеба. Есть только одно объяснение у меня, что сам Кадыров старается как-то выслужиться перед Путиным, показать свою лояльность, а Путину, в свою очередь, это интересно, чтобы показать, что даже вот народ, который, в принципе, все знают, да, последнюю историю 30 лет, сопротивление чеченцев, надо сказать, что чеченцы с нами, они лояльны нам, но они хотят таким образом показать, что у них все в порядке, все нормально, что Чечня – это такой же рядовой субъект Российской Федерации, куда они, как, может быть, ту же Рязанскую область могут переселить естественно, перемещенные лица с Украины, так скажем. Да? То есть такова политика. Это там больше пропаганды со стороны Путина и больше стремление показать лояльность Путину со стороны Кадырова. Мне это видится так. Других никаких обоснований, каких-то логических, реальных, обоснованных чем-то, какими-то условиями там, экономическими, демографическими, таких абсолютно нету в этой истории. Я бы хотел, коллеги, воспользоваться, я в роли медиатора тут как бы немножко, модератора, вернее, медиатора это из другого, так сказать, контекста. Я бы хотел предоставить, у нас есть еще один гость, он онлайн подключился, это бывший депутат парламента Грузии, сейчас он находится в политическом изгнании, Гоги Цулаев. Вот, и мы вас рады приветствовать, и, пожалуйста, хотели бы вам предоставить слово. Слава Украине, я тоже приветствую вас. Извиняюсь, что русский язык я хорошо не знаю, и передать свои мысли будет очень трудно, но я написал и буду почитать, если можно. Война категория принесла титанические страдания и горе украинскому народу. Особенно повлияла на детей. На детей это все повлияло особенно. Они не только потеряли обычную счастливую жизнь, они потеряли родных, но они стали беженцами. Но это все, на них напало огромное страдание войны и оказали самое жестокое зло Российской империи. Россия насильно вывела тысячи детей из Украины. Да, из Украины. И все сделано против Путина и против России, что это наконец-то кончится такая зла на земле, на мире, чтобы Путин был в Гаагу и его все правительство, и те люди, которые вот такие дела оправдывают. Плохо слышно или... Все хорошо. Гоги, вас слышно хорошо. Можно сказать, что грузинский народ, который все это сам на своей голове потерпел, и единодушно большинства против российского вот этого войны и против России, и поддерживает Украину, и военные наши там воюют, герои воюют там. Да. И я тоже имени грузинского народа соединяюсь и согласна в том, что вы там разговариваете, и что надо больше делать, чтобы эта война кончалась, и чтобы Украина была свободной, счастливым страна, так сказать. Героям слава Украине! Героям слава! Спасибо большое. Спасибо вам большое. Александр, насчет того, что выступил сейчас... Извините, что плохо вы выразились. Прекрасно. Главное от души. Да. Главное то, что... Гоги, если меня слышно... Да, честно говоря, от души. Да. Я думаю, что только что, если Украина победит, тогда будет Грузия что-то нормально происходить. Там уже такая диктатура, там уже такое плохое положение, что они и слова не могут сказать поддержки Украине. Наоборот, поддерживают Россию.
это, ну плохо, но что поделаешь. Такая сейчас там положение, я думаю, что это скоро кончится. И мы будем вместе строить демократические страны. Вместе будем строить это все. Очень скоро, надеемся. Гоби, не надо извиняться за русский язык. Для нас он иностранный язык. Мы не можем владеть им так же, как сами русские. Для нас это иностранный язык. И главное, что мы можем довести на этом языке нашу мысль. Мне кажется, этого достаточно. Вы согласны со мной? У нас поднимается еще одна тема в Украине очень активно. На самом деле русский язык не из России. Вы прекрасно, может быть, об этом слышали, да? Поэтому, скорее всего, что у России нету никакого своего языка. Это искусственная настройка была на старославянский, плюс украинский и так далее. Украинцы и белорусы прекрасно друг друга понимают. А некоторые русские, например, там белорусский не понимают или украинский не понимают, потому что другие абсолютно звуки, слова там и так далее. Поэтому не самое страшное русский язык, страшнее, кто им пользуется. Да, мне бы тоже хотелось в защиту именно русского языка сказать, что не хочется, чтобы этот язык становился равно вот Путин, потому что это слишком большая честь, скажем так, отдать ему целый язык, и из-за этого... У нас очень много военных, которые русскоязычные, и они родились с русским языком, поэтому тут такая двухсторонняя история. Надо развивать нам в Украине украинский, это однозначно. И все хотят, все это понимают, но не все пока еще переключились. И мы не делаем их людьми какого-то там другого сорта. Но тем не менее мы уже думаем про то, чтобы Россию называть не Россией, а Московией, как она была с самого начала. Это первое. И все факты показывать, как, что и когда создавалось, в том числе язык. Я хотела сказать, это вот опосредованно только связано с тем, что мы сейчас обсуждаем. Мы с Индриком представляем Эстонию. Эстония находится на границе с Россией, буквально там через речку. И меня на самом деле, после того, как я послушала про детей, про семей политических заключенных, и мне на самом деле стало очень тревожно, что мы в Эстонии до сих пор все-таки воспринимаем свободу и независимость как нечто такое вот, ну, само собой разумеющееся, что мы там спорим, там критикуем правительство, но на самом деле мы должны постоянно помнить, сейчас тоже вот документы опубликовали о том, что у России там планы по поводу балтийских государств, это и мягкая сила, и не мягкая сила. И, например, вот эти наши выборы, которые сейчас вот закончились, они в марте прошли, то есть очень много, причем ужас-то главный, людей с эстонским гражданством, гражданство эстонское, владеющие эстонским языком, они пошли и отдали свои голоса, скажем так, пророссийски настроенным кандидатам. То есть в чем как бы вот опасность для наших стран, что, естественно, и Россия тоже может сделать определенные выводы, что почва для вот этого воздействия, она есть, и она серьезная. Сколько примерно еще там вот так в процентах, в количестве людей вы видели этот результат? Я скажу, ну вот там, конечно, выда Вирума только 50% проголосовало, это северо-восток, который совсем близко к России, но там вот такие кандидаты, по-моему, они 30 тысяч получили. Как это оценить в процентах или в чем? В сравнении, чтобы понять. Около 30 тысяч это от всех голосовавших сколько? всех. Ну, 5% все-таки, vähem kui 5%. Ну, может, 5%, что там был отдельный кандидат. А как вы можете оценить, это взрослые люди или нет, не обязательно? В смысле взрослый или нет? Ну, в возрасте уже, 40 то есть, которые... 40 плюс, мой возраст. Ну, это не 60 плюс, Нет, это нет, проблема. не 60. То есть вот это самая проблема, когда вот война началась, то есть вот именно как раз... То есть тенденция настораживающая. Тенденция очень настораживающая. Что, увеличивается, вы имеете в виду? Я не знаю, может, она всегда такая была. То есть мы же не можем... еще остались, ситуации такой никогда не было. Но просто вот что люди вот возраста 40 плюс, они вполне подвержены этой пропаганде и еще вот не голосовали на местных выборах. У нас не граждане тоже могут голосовать. То есть это говорит о том, что наличие гражданства, владение эстонским языком
оно как бы не гарантирует лояльность. То Я есть, думаю, что, к сожалению, мы еще тоже на следующих выборах мы увидим у нас, ну, может быть, не будет пророссийских партий, но настроение там где-то на но востоке. они не явно, опять же, будет пророссийские были. Это такая риторика была. Мы за нейтралитет, мы Да, за мир. понятно, Ну вот как да. сказала вот Евгения Карамурза, нейтралитет помогает агрессору, но не жертве. Очень такая вот прямо мысль мне Да. безумно понравилась. Знаете, ну я всегда вот придерживался точки зрения, что война 2014 года, широкомасштабная агрессия, она очень показала простую вещь. Для меня, например, понятие украинец, оно стало очень простым. То есть это определение. Это тот человек, который борется за Украину. Вот. Независимо от там, этнического бэкграунда, языка и так далее. Если человек ведет борьбу сейчас вот в этих условиях, то есть для меня мир стал таким черно-белым, прямо скажем. То есть либо ты за Украину, либо ты против. Вот и все. Потому что Нейтралитет не может здесь, быть, это как-то... да, он способствует. Это все равно, что наблюдать на твоих глазах убивают Да, человека. я А я нейтрален. Вот поэтому для меня вот это главный показатель. Да, вот. Люди, которые ведут борьбу, вот, чеченцы, как раз вот наша коллега, все это украинцы. Для меня это вот украинцы. Здравствуйте. Вот как раз мы, у нас даже выступал бывший депутат парламента Грузии Гоги Цулаев, между прочим. Вот. Значит, я хотел бы представить Елизавету Алексеевну Ясько. Вот. Значит, мы, сегодня было заседание комитета, кстати сказать. Вот. Значит, это вы не знакомы, Джамбулат, лидер движения, национально-освободительного движения чеченского народа «Единая сила». И Сайхан Музаев, тоже представитель этого движения. Это вот молодое движение, новое движение, которое было создано в прошлом году во Франции, в эмиграции. Но это как раз вот те люди, за которыми будущее, я считаю. Мы очень на вас надеемся. Да. Спасибо. Вот как раз Сайхан жил в Грузии. Вот, он в период, когда Михаил Саакашвили был президентом. Как раз когда они с треском проиграли почему-то парламентские выборы. Я не знаю, что они не рассчитали, но они проиграли, и все пошло не так, как они планировали. Ну, мне кажется, была спецоперация российских спецслужб, такая же, как то, что сегодня вот вы сказали, помаленьку прощупывают почву в Эстонии, в других, скажем, странах постсоветского пространства. В Грузии, наверное, там была более плодотворная почва для того, чтобы проводить такую операцию, мне кажется. Вот мы как раз вот, основная тема нашей встречи, она вот связана с тем, что мы будем завтра принимать резолюцию о депортации детей. Дело в том, что, к сожалению, такая же история, такой же инструмент геноцида использовался в России. Не только у нас сейчас используется, но это было и в Грузии, и это было в Чечне в том числе. Так вопрос в том, что вы хотите какую-то поправку внести сюда, в эту резолюцию? Нет. Или... Дело в том, что, к Мы сожалению, что уже нет подписали? времени. Алексей послал, я вот подписала. Да, я подписал, я безусловно подписал. Просто, знаете, важно просто, чтобы наши коллеги знали. Вот у меня какая основная задача, информационная, по сути, чтобы наши коллеги, они, голосуя за эту резолюцию, они знали вот об этом более широком контексте, потому что это не какой-то случайный эпизод, да, это система, это целая система, это связано вот с историей, это было и в Грузии, и это было в Ичкерии, в Сирии в том числе тоже. То есть, вот, У меня вот вопрос еще тоже вот по техническим моментам. Ну вот я тоже читала статьи на эту тему, что там 3 вида детей. Первое там сироты действительно. Второй момент, когда родителям сказали, мы детей отправим в лагерь, там чуть-чуть здоровье подправить, Да. там психологическое, физическое, и потом их не возвращали. То есть вот это до сих пор вот что вот... То есть даже при живых родителях... Да, продолжай делать, да. Очень. Да, то есть вот этот у меня момент вот больше всего напряг. То есть... Ну и из фильтрационных заведений тоже отправляют сразу. И это тоже, что вот 4 года такая вот пограничная, что до этого как-то более-менее еще с родителями, а если старше 4, то уже здоровый взрослый человек, как бы... да.
Александр, можно, с вашего позволения, я хотел бы, вот как раз вы сказали насчет системности действий России, и тут мне хотелось уже как бы учиться, как бы сказать, свое слово от нашей чеченской стороны. Вот сейчас выступал Гоги, слышно, да, Гоги, я надеюсь, что он сказал о Грузии, о том, что как поступили с детьми в Грузии. Вот мы сегодня перед фактом, уже признанным международным собственным фактом депортации украинских детей в Россию в большом количестве. Но после Грузии была Сирия, как уже отметили, бомбардировки города Алеппо, российская авиация, смерть мирных граждан и множество детей, мы были тоже свидетелями этого. И впоследствии была уже Украина. Это 14 год оккупации Крыма, Донбасса и полномасштабная война в начале прошлом году. Но перед всем этим стояла Чечня, мы знаем, да? Да. Чечня была первой на этом пути. И поэтому сегодня мы вот как бы вот в стенах парламентской ассамблеи Европы перед вами, депутатами этого собрания, хотели бы так бы напомнить о том, что все начиналось в Чечне. И у нас по достоверным фактам, уже, конечно, это не социальный опрос, не было таких возможностей, но учитывая списки разных правозащитных организаций, другие какие-то списки, которые имеются во время жертв бомбардировок, зачисток, я не знаю, там, пыток в репрессионных лагерях, достоверно известно, что не менее 42 тысяч чеченских детей пострадало от рук российского оккупанта. Это очень большое количество относительно чеченского населения, на тот момент чуть более миллиона. Вот, там были какие-то сравнения, что если сравнить, скажем, на долю населения с украинцами, то это выходит более миллиона детей. Но это, если представить, это очень катастрофическая цифра. Да, для России, если сравнить с российским населением, 140 миллионов, там выходит более 6 миллионов. Извините, я уточню, пострадали в смысле то, что их переместили или там еще что-то? Нет, это именно убитые, покалеченные, то есть очень много детей с оторванными конечностями, очень много... Да, то есть это все... Это физическое увечье. Да, физическое уничтожение генофонда чеченского народа. Да. Я вот добавлю, что сказал Джон Булатов. В то время, когда в Украине они планируют переместить как-то их, проводить какие-то мероприятия по установлению, у нас эту проблему решили. Есть видео, факты, открытые заявления. С 10 до 55 все террористы. Подлежат уничтожению. Они этим гордятся. Есть видео, есть их записка. Никто это не скрывает. Мне в то время 13 лет, я подпадаю, хотя я не понимаю вообще, что происходит. Да, да. Я прекрасно помню это заявление. Я просто писал статью на английском языке о геноциде в Чечне. Генерал российской армии, он сделал заявление по поводу того, что все террористы, включая там женщин и детей. С 10 до 60 лет. Да, вот это было, это по сути официального заявления одного из военного начальника. Самое ужасное, они это воплощают в жизнь и ничем не брезгуют. Это у них очень нормальная ситуация. Можно у меня не было в начале, извините, но я бы хотела вас спросить два вопроса. Первый. К сожалению, из-за событий в Украине, насколько вам это помогает поднимать свой кейс? И вообще, насколько поменялось восприятие европейцев на слово «Чечня», «чеченский народ» и тому подобное? Потому что я думаю, что мы в нашем парламенте начали слышать слово «Чечня» гораздо чаще. Мы действительно принимаем решения в поддержку и чеченского народа, и мы говорим и о геноциде, но потому что это для нас стало, к сожалению, тоже нашей реальностью. И второй вопрос, как вы видите вообще решение этого всего, восстановление какой-то справедливости в будущем? Именно для вашего народа. Ну, отвечая на первый вопрос, общественность европейская, да, она начала больше упоминать чеченцев, но политический истеблишмент, скажем, европейских стран, он как-то размораживается медленнее. Это факт, да, и вы сами с этим сталкиваетесь, через какие трудности вам приходилось проводить, чтобы достучаться до европейских дверей политических разных институтов. Вот это есть, но тем не менее там тоже есть какие-то проблески, по крайней мере, заявления премьер-министра Польши, да, все были свидетелями об этом, но сегодня, если честно, то только, может быть, те страны, которые понимают здесь реальную угрозу России, а это Украина, это Балтийские страны, это Польша, ну, может быть, еще и Чехия, которая также подверглась в 60-е годы, да, агрессии со стороны Советского Союза. То есть в этих странах мы находим больше понимания нашей проблемы.
А так мы надеемся, что все-таки в ходе, вот, на самом деле, то, что сегодня происходит в Украине, это событие глобального масштаба, я считаю. Это не просто война между Украиной и Россией. Сегодня именно то, что украинцы повели борьбу за свою, как бы, за то, чтобы право иметь жить в этом мире, это перестраивает всю архитектуру мировой политики, которая как бы состоялась по итогам Второй мировой войны. То есть, если на чеченцев путинский режим, он как бы восходил к власти, и чеченцы были подавлены, и о нас, да, вспоминали, но вспоминание чеченцев это уходило в небытие постепенно на протяжении 2 десятилетий. И сегодня вот Украина стала той страной, которая все как бы перевернула всю эту шахматную доску вверх ногами, так скажем. Однозначно по итогам этой войны будет пересмотрено много чего в мировой политической архитектуре. И мы надеемся, что благодаря этому нам все-таки удастся уже в этот раз. Вот для этого мы и создали наше национально-освободительное движение. Мы готовимся и рассматриваем пути развития событий возможные. Они возможны в несколько направлений, но наша задача в том, чтобы как-то предвидеть, предусмотреть, подготовиться и найти в вашем лице... Или вы с оппозицией российской оппозиции? Или нельзя это озвучить публично? Как это русская позиция? Ну, вы те, которые в изгнании или на Западе находятся, вы с ними коммуницируете? Нет, вот хорошо, что спросили. Как раз таки часто мы слышим чеченская оппозиция. Мы никогда не оппозиция. Оппозиция это может быть... Нет, русская оппозиция. Общаетесь ли вы с ними? С русской оппозицией мы стараемся найти какие-то контакты, но, к сожалению, вот, нам не удалось пока найти таких твердых союзников, скажем, в общей борьбе. Они вроде бы заявляют о том, что они также против путинского режима. Ну, насколько я это вижу, у них есть желание только поменять, может быть, режим и оставить сами имперские основы, сами имперские заклады на том месте, который до сих пор существует веками. Вот с такой позицией мы не согласны. Если появится другая здоровая позиция, которая имеет другое видение будущего России, то, конечно, мы готовы сотрудничать. Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Меня он тоже интересовал. Да. Я не слышал ни разу из уст какого-то либерала российского или оппозиционера, что Чечня имеет право на самостоятельное государственное существование. Да. Вот я могу ошибаться, но я ни разу не слышал. Но они иногда сюда же приезжают, и мы как раз задавали им вопросы, но этот вопрос мы не задавали. Вот и Каспаров, и Ходорковский, и не только. А вот это уже известные персонажи, с которыми мы никак не можем быть согласны. Были попытки от других чеченских политиков как-то наладить с ними отношения, но мы не были согласны с их подходом. Нельзя врываться в двери так называемой, в кавычках, российской оппозиции, чтобы выпрашивать независимость, за которую, скажем, лидеры чеченского народа погибли на этом пути, достойно защищая свою свободу. Мы должны, то есть взять положенное тоже нужно как-то с достоинством. Мы не намереваемся выпрашивать у псевдороссийской оппозиции нашу независимость и то, что нам полагается. Мы намерены осудить, призвать к ответственности военнопреступников. Да, мы понимаем, что мы один на один боролись с Россией более 20 лет. Мы не проиграли в военном отношении, но мы проиграли в отношении того, что мы не были поняты мировым сообществом. Сегодня у нас есть как раз таки шанс изменить эту ситуацию при поддержке Украины и других стран, которые понимают политику России, как балтийские страны, которые веками сталкиваются с этой проблемой, с имперскостью. Поэтому мы ждем от вас каких-то, может быть, ожидаем от вас и от эстонцев, и от латышей, от литовцев, от поляков взаимодействия, взаимопонимания, потому что враг у нас общая, проблема общая. Мы надеемся, что мы сможем наладить контакты и как-то согласовать, в принципе, видение будущего этого геополитического пространства под названием Россия. Я считаю, вообще, вот я даже тема зашла, что вот сегодня мы, может быть, в этом аспекте проводим какое-то противоречие со странами, ведущими странами мира. Я не знаю, мне до сих пор трудно судить, готовы ли они к демонтажу Российской Федерации или же нет. Иногда создается впечатление, что они готовы уже, а иногда, что нет, что до сих пор не готовы. Но мне кажется, что уже мы должны объединить наши усилия, то есть названные страны должны объединить усилия, чтобы все-таки добиться такого понимания ведущих стран мира, что Россия все-таки требует
демонтажа. Иначе мы не можем гарантировать безопасность всем тем названным странам и вообще народам, порабощенным самой России. Это невозможно, потому что сам электорат российский, так скажем условно, он будет требовать у любого нового, так называемого либерального демократического правительства, опять-таки, удовлетворения их великодержавных чувств. Пока Россия находится в рамках вот такой территории, это уже будет навевать нам великодержавность, вот, обиду за, как выражался сам Путин, что это была Геополитическая катастрофа. То есть это такой замкнутый круг, и вот для того, чтобы прервать этот круг, нужно вообще Россию как-то сместить с этих имперских основ. А это невозможно в рамках существующей страны. Нужно просто говорить о том, что их имперские основы это на самом деле просто большая афера. Да. Афера, которую они придумали, начали исправлять, подкручивать историю, всех убеждать, что так было всегда. На самом деле абсолютно искусственное объединение разных народов, разных национальностей. Если это понимание будет у большинства людей, тогда они не будут воспринимать Россию как что-то единое и что-то действительно естественное, которое там было веками. Путем силы объединяли, путем террора устрашали. Вот эти понятия, если вкладывать, тогда и будет понимание, что не идет диалог с каким-то единым, не идет диалог с каким-то единым игроком, а идет диалог на самом деле с криминалитетом. Скажите, пожалуйста, как вы Ваша думаете, семья там находится? Да. Извините. Ваша семья там находится? Да. А вы... Я живу в Австрии. Уже 4 года живу в Австрии. Вопрос, как вы думаете, вот сейчас в нынешних ситуациях, в состоянии войны с Украиной, вот это вот на уровне все-таки угроз и устрашить, или на самом деле у них достаточно ресурсов все-таки свои угрозы привести в На самом исполнение? деле есть факты, доказанные факты. Они это не скрывают, ведут себя очень нагло вызывающие. Минимум они полностью выкорчевывают семью, 100-200 без проблем, выкидывают из республики, ограничивают их в передвижении, не выдавая также документов, ограничивают их в передвижении даже дальнейшего с выездом на европейские страны, а также на месте они могут просто забрать человека и вроде бы из-за нашей деятельности отправить с другой стороны на войну, а там уже и убить, сказать, что он погиб. И мы ничего до сих пор не можем с этим сделать, мы никак не можем достучаться. Факты уже есть, надо просто добиться огласки. Я уверен, я уверен, что после того, как мы это огласили, может быть, в моем случае они как-то приостановят, но не в случае других ребят, потому что очень много ребята просто боятся. Просто боятся. За себя я не так сильно боюсь. Это такая ситуация неординарная. Никто не может сказать, как он себя поведет в данной ситуации. Сахан, что удивительно, что в европейских странах до сих пор практикуется передача так называемой депортации. На самом деле это экстрадиция чеченцев в Российскую Федерацию по надуманным обвинениям. Мы помним, да, у нас была создана общественная организация «Борт-маршрут» в 2017 году. На ее базе мы, в принципе, создавали наше народно-освободительное движение. У нас был участник нашего движения, то есть нашей организации Магомед Гадаев. Это такой известный случай. Фактов много, просто я упомянул, потому что этот случай известен. И только огласка, которую мы придали, помогла ему, чтобы он вообще не исчез без вести, как многие до него экстрадированы в Россию. То, что здесь Россия как-то, не знаю, добивается того, что европейские страны, где соблюдаются права человека, все-таки выдают граждан Чеченской Республики, Ичкерии, оккупированной страны, вот оккупационный режим, кадыровский режим. И они там подвергаются пыткам, кто-то исчезает без вести. Вообще есть факты, когда люди просто исчезли, и родственник не знает, где они. Этих фактов достаточно. Если будет какая-то заинтересованность каких-то институций европейских по правам человека, они уже были поданы, эти факты, но мы можем все это собрать в единый кейс и подать заново. Сегодня это тем более... молодых людей, Джамбулат, 27 молодых людей в том году были задержаны спецслужбами России, Чеченской Республики, только по подозрению какой-то деятельности. Просто переписка в чате. И были запытаны насмерть. А какие чаты сканировали?
все там, скажем, Социальные сети там где всё. критикуют. Такие как Telegram, как А, то есть WhatsApp, это всё Telegram полностью сканируется. все сканируется. Да, все Были сканируют. задержаны, Ничего не доказаны в суде, Это были крытые чаты убиты в какие-то? подвалах, за Нет, стенками. знаете, у них и Нет, все это- возможности есть, чтобы российские Даже любые чаты. даже Это в очень- WhatsApp. это очень важно. И другого варианта нет, чтобы я очень извиняюсь, чтобы связались с Европой. Из Никаких 27 других человек вариантов. двое были застрелены, но так как из-за того, что его убили, было огнестрельное ранение, как бы там было море крови, остальных как сделать? Остальных просто задушили. Вы понимаете? Это было в 17 году, да. Это 27 было, да, человек буквально задушили. 2-3 года назад. Просто задушили. А сейчас возможности, если кто-то, я понимаю, что это не самое лучшее решение, но с точки зрения сохранения жизни, если кто-то пытается выкатить, мешает этому или нет? Просто не Кто-то принимает решение. Вообще Семьей. сначала Не выдают документы. мы помним период первой мобилизации, которую называли мобилизацией. С того периода вообще выезд мужчин с Российской Федерации ограничен, под особым контролем находится Северо-Кавказская республика и в частности Чечня. Кстати, сегодня в эти дни в Хорватии объявили голодовку чеченские мужчины, которые бежали от призыва в российскую армию, чтобы не воевать против независимой Украины. Вот это один сегодня насущный актуальный факт, который мы можем также озвучить. Да. Их депортируют обратно в Россию. Да, они под угрозой депортации обратно в Россию. Их однозначно уже как... Они в Хорватии. Это европейская страна. Их, очень я извиняюсь, их, если вернуть, то они 100% попадут в российскую армию. Я очень извиняюсь, я, может быть, мне срочно вызовут, у нас с другой делегацией встречи есть, я представитель Чеченской республики Ичкерия в Швейцарии, и одновременно я руководитель информационно-аналитического центра Международной ассоциации мира права человека. Насколько, наверное, вы знаете, в 2018 году мы подали иск против Верховного военно-политического руководства. Я хочу вот то, что они сейчас комментируют. Чеченская республика, да, Сайхан Джамбулат, всего территория 18 квадратных километров. С одного конца в другой конец можно за 1 час ехать. К большому сожалению, европейцы, у них нет, они никак не могут это представить, что за страна это. За 1 год там пропадает без вести примерно 1700. Вы можете себе представить? Последняя статистика, сколько населения чеченской? Полтора миллиона сегодня. 1,5 миллиона. Они в любое время, вот даже если кто-то донос будет писать, просто кому-то не угодит, просто подходят, без здрасте, без салам алейкум, забирают, люди исчезают. Такие пытки просто здесь женщины, дамы сидят, я не хочу говорить. Они это специально делают, чтобы полностью сломить непокоримый чеченский народ. Это им не удастся по-любому, потому что шейх Мансур погиб, потом родился Байсян Гурбеновский, потом Дудаев. Вплоть до сегодняшнего это сопротивление продолжается. Но, однако, целенаправленно уничтожают цвет нации. А когда европейцам рассказываешь, вот я очень помогаю многим, которые ищут политические убежища в Швейцарии. К большому сожалению, вот депортируют их, сдают российским спецслужбам. Сами представьте, что евреев во время Второй мировой войны отдать фашистской Германии. Вот примерно, чтобы всем было понятно, я вот такой параллель хочу вести. И, к большому сожалению, двойные стандарты против чеченских беженцев. В данный момент есть один кейс, над которым я работаю. Человек прошел всю чеченскую войну. 31 декабря 1994 году, они лучше меня знают, какой ад был там. Одной гранатой и одним штык-ножем пошел против танка. У них не было ни хаймарсов, ни джавелинов, ни помощи. В это время Россию, весь мир, вся мировое сообщество финансировало. 8-й год он в Швейцарии. У него есть доказательства, у него есть фотографии его племянника, брат пал героически. Просто говорят, что вы поезжаете в другую часть Чеченской республики. А как можно поезжать, если это почти размер, даже Киевская область, сколько квадратных километров? Больше. Намного. Больше. Киев 60 Как вы километров. думаете, вот в казарме демократии не может быть. Это подводная лодка. И люди не могут, к большому сожалению, в Грузии, границы Грузии тоже очень большой там барьер создать именно для граждан Чеченской республики. Потому что вот Лиза прекрасно знает, какое там положение в Грузии. Я тоже Грузию знаю не понаслышке. Я жил там и довольно достаточно. Там российское правительство. Эта партия не мечта Грузии, а мечта Путина.
И они все делают, чтобы русские там появились, там их было больше, и чеченцы, чтобы даже как коридор не смогли использовать. Вот что я хотел вам Ну, сказать. кстати, у нас, я хотел бы еще слово предоставить, вот как раз генерал-лейтенанту Гуге Тутахашвили, который был начальником безопасности. Да, я их знаю, лично знаком и приветствую. Да, ну, прежде чем я Очень вам предоставлю спасибо. слово, я хотел бы просто одну мысль высказать, которую считаю важной, и над которой мы должны подумать как депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия перестала быть, мы выгнали Россию из Совета Европы, и это было очень правильное, безусловно, решение, немножко запоздало, это надо было делать раньше, мы об этом говорили, нас никто не слушал, но остается проблема защиты прав человека в Чечне. То есть на сегодняшний день ПАСЕ, Совет Европы, ЕСПЧ не имеет юрисдикции. Но проблема все равно остается. И нам надо подумать о каком-то юридическом и политическом механизме в рамках Совета Европы, который позволил бы защитить права человека на территории Ичкерии, вот, на территории Чечни, чеченский народ. Вот если можно, я хотел бы обратиться к депутатам европейских стран, да, вот Эстонии, тоже подумать над этим, что мы можем сделать. А теперь слово, пожалуйста, я вот господину Гуге Тутахашвили, пожалуйста. Вы слышите нас? Да, я приветствую вас, всех собравшихся украинцев, чеченцев, представителей всех наций, которые за мир, свободу и демократию. Мы все поддерживаем европейские силы, все силы, которые делают все для победы Украины. Слава Украине, героям слава. Они доказывают русским, что это не так. За 3 минуты взять и разгромить целую страну, целый народ. Такое даже фашисты не делали. Но это они, украинцам этого в истории уже не первый раз, и не второй, и не третий раз они уже уничтожают украинский народ. Я приветствую президента, я приветствую правительство, я приветствую весь украинский народ. Я приветствую всех, кто стоит рядом с украинским народом, в том числе и моих воспитанников, бывших военнослужащих, которые воюют сейчас и погибают. Мы все болеем за Украину. Вопрос Кавказа, вопрос Грузии зависит от Украины. Как решится вопрос Украины, так и решатся остальные вопросы. Я слышал, там было слегка задето вопрос в Грузии. Я согласен с вами. Уже все президенты Европарламента, Франции подтвердили, что в Грузии прорусское правительство. И поддерживают грузинскую нацию, грузинский народ. Народ за Европу, а правительство за Россию. У нас прорусское правительство. Прорусское. Любые задания Путина исполняются. Грузия должна освободиться. Если Грузия не освободится, Северному Кавказу будет очень трудно. 300 тысяч русских там. В первую очередь Украина, а во вторую очередь, это Грузия обязательно должна быть. И даже совместного. Нельзя больше терпеть. Чем мы больше терпим русских и больного Путина, тем больше мы проигрываем. Спасибо, пожалуйста. Я надеюсь, вы согласны со мной и поддержите меня. Согласна, конечно. Согласна. Абсолютно. Спасибо за ваш обзор. Я депутат из эстонского парламента. У меня вопрос. У нас недавно прошли выборы. В прошлом еще составе парламента я встречалась с представителями из Грузии. И они мне убеждали, что вот они с русским языком вообще расправились. В школах русский язык полностью искоренен. То есть, что русского вообще там чуть ли ничего не осталось. Это ложь была? Или они, с одной стороны... Это еще при Саакашвили было, а при чем это сейчас? Это уже 100 лет прошло.
То есть вот то, что вот русский язык... Как говорить, неправда. Они продолжают говорить, им не важно на каком языке, главное политику. Это было при Саакашвили. Только грузинский язык, а Ну, русский понятно, там ну как в ничего. принципе у нас с эстонским гражданством, Ну, но так мы за извините, мы нейтралитет. знаем коллег, которые представляют грузинскую мечту, входят в эту ассамблею. Они все очень образованные, они все говорят на разных языках. Там сказать, что они сильно Ну, прям это еще вот раз говорит о том, русские что люди, нельзя язык, сказать. он не определяет ничего. Нет, это Молодежь вообще не знает русский язык в Грузии почти. Это правда, замечательно. Он не определяет ничего, но тем не менее он является инструментом. Еще это старое поколение, мы еще что-то знаем. 2-3 слова можем сказать. Язык Но инструмент. молодежь вообще не знает. Ну, Я очень завидую Эстонии, Латвии, Литве. Вы успели выйти из Советского Союза, а вот мы еще воюем за это. Успели вступить в НАТО. Вот это Да. самое главное. Для меня Эстония это пример. Свободу надо завоевывать. А выборами то, что в Грузии нам предлагают. Еще Сталин говорил, выборы выигрывает не тот, кто голосует, а тот, кто считает. А считает Иванишвили у нас деньгами «Газпрома». Да. А ты там еще? Спасибо. Да, Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, коллеги, кто... У вас будут вопросы ко мне, и я могу ответить на любой.